2013 года по 9 месяцев 2020 года в целом было 6283 посещения по закрытым учреждениям. За этот период было 57 фактов воспрепятствования, по которым были составлены акты и переданы в органы прокуратуры. Опрошены 10 603 лиц, содержащихся в местах закрытых, полузакрытых учреждениях. Заявлений всего с 2013 года, опять же, по 9 месяцев 2020 года было 1580. Внутренняя статистика начала делить пытки и жестокое обращение с 2017 года. И вот с 2017 года по 9 месяцев 2020 года было 338 заявлений на применение пыток. И по жестокому обращению 142 заявления. И прочие заявления 284 в целом. Расскажите вот разницу между самым преступлением, как пытки, и жестокое обращение, да, как вы делите? Это не мы делим, это разделено уже в международном документе, факультативный протокол Конвенции ООН по предупреждению пыток. Пытки преследуют цель. Цель может быть это получение признательных показаний, цель может быть наказание за действие или бездействие. Жестокое обращение это, допустим, вот, просто не преследует цель. У кого-то там плохое настроение или кому-то что-то не понравилось. И вот он решил просто-напросто наказать его. Вот тут уже без преследования цели оно принимается как жестокое обращение. Заявители на какое госучреждение, ведомство больше всего жаловались? Заявление больше всего приходится на структуру Министерства внутренних дел. За ним уже следует Государственная служба исполнения наказаний. Ну, здесь, скажем так, заявления люди пишут не очень, скажем так, активно. Большинство людей, они отказываются от того, чтобы написать заявление. Устно, да, заявляют, но при этом письменно все это оформить, они отказываются, при этом заявляют о том, что недоверие к органам, которые будут расследовать. Ну, продолжая тему пыток, в нашей стране какие виды пыток такие, скажем так, самые распространенные? Вы, наверное, делите, да, тоже? Физические пытки – это, естественно, там, избиение, угроза применения избиения, угроза изнасилования применением каких-то подручных средств. Избиение идет как руками, ногами, с использованием подручных средств. Это все идет. Надевание пакетов, к сожалению, до сих пор остается. Ну и психологические пытки – это, допустим, привлечь близких родственников к, как сказать, в качестве обвиняемых тоже, допустим, или наказание близких, это тоже психологическое давление. Наши силовики, они все больше ухищряются в поиске новых методов применения пыток. Опять же отмечу то, что количество заявлений, оно не отражает реальную картину. Абсолютно не отражает. В разы больше, да? Скорее. В разы больше, в разы больше. Но все же, говоря о фокусе, все же политики вызывают больше интереса у общества, мы все это признаем. На ваш взгляд, или на общие какие-то документы основываясь, да, на что чаще жалуются вот такие арестованные, осужденные, подследственные? В основном по основному делу. На само уголовное дело. По основному делу жалобы. И при этом я могу сказать, что они подчеркивают или акцентируют. Вот несколько человек сказали о том, что жаль, что в свое время не обратили внимания на национальный центр, не усилили нас, не усилили нашу роль, не помогли, скажем так, в техническом плане, в финансовом плане. Вновь говоря об интересах общества, есть также другая категория, скажем, граждан, которые отбывают наказание там, или пребывают в закрытых или полузакрытых учреждениях. Это так называемые криминальные авторитеты, да?
То есть кто-то их признает, кто-то их не признает. Но я знаю, что вы также и их посещаете, да, то есть как наравне со всеми. Как часто они жалуются на вот эти данные проблемы, как пытки, жестокое обращение? Вообще, есть ли от них какие-то заявления? В отношении лично самих себя обычно люди, которые относятся именно к этой категории, они не жалуются. По их своим внутренним правилам этого не принято делать. Но они высказывают в целом об общей ситуации, иногда в отношении некоторых лиц, которым действительно нужна помощь, которые действительно безвинно, скажем так, наказаны. В отношении них они высказывают свое мнение и свои пожелания, скажем так. И Камчи Кульбаев, и Алмазбек Шаршин-Чатамбаев содержатся в исправительной колонии номер 47. В народе данную колонию так называют курортной, но только некоторые лица знают, наверное, правду, да, там, об условиях содержания, то есть сам СНГСИН и там определенные другие госорганы, и, конечно, НЦПП. Вот поведайте вот об этих условиях. Ну, знаете, как вы правильно сказали, то, что люди, которые, слава богу, не были там. У нас в стране любое учреждение, нахождение в любом учреждении, оно не является комфортным, курортным. Что касается непосредственно учреждения 47, оно является лечебным учреждением системы ГСИН. Лечебное учреждение – это, естественно, больница, да? Грубо говоря, больница, ну, тюремная больница. Там должны быть палаты, там идет отдельное общежитие. Возможно, распространено такое мнение, то, что там курортные условия за счет того, что распространена информация по комнатам свиданий. Ну, комнаты свидания, они стараются сделать так, чтобы они были приближены к более таким гражданским условиям, чтобы психологическая атмосфера там была более-менее, как бы, пытаются приблизить к домашним условиям, но слово «пытается» говорит многое. Такие объекты, как ШИЗО, оно далеко не комфортабельно. Скажем так, не барак, а общежитие. Там созданы условия, но они тоже далеко не курортные. И говорить о том, что люди там находятся в курортных условиях, нет. Вот почему я бы хотел встретиться, побеседовать и с вышеуказанными лицами, это опять же посмотреть на условия их содержания. До меня тоже доходят слухи о том, что там, допустим, у определенных лиц чуть ли не вилла, как в Арабских Эмиратах, да? Вот, условия там такие созданы. Там. Я пока еще таких не видел, лично сам. Поэтому и интерес к тому, чтобы пойти посмотреть. Да, есть камеры, в которых люди сами создают определенный комфорт, определенные условия. С разрешения администрации там делают ремонт, побелку более-менее пригодную. Но это зависит от, опять же, лиц, которые инициируют или создают для себя условия. Но так, чтобы со стороны государства для них отдельно создавались условия комфортабельные, нет, я пока такого еще не видел. Ну, а помимо побелки они могут, скажем, телевизор установить? Телевизор он сейчас практически во всех камерах. Это 47-й колонии? Нет, не только 47-й колонии. Телевизоры по разрешению администрации, там, при соблюдении определенных условий по требованию внутренних правил Уголовно-исполнительного кодекса администрация, да, позволяет там, нахождение телевизора, радио. Ну, я не скажу, что это является привилегией для определенных лиц, нет. Нет. Ну а что еще? Скажем, ноутбуки, компьютеры? Ноутбуки, компьютеры нет, не видел. Честно скажу, не видел ни разу.
Игровые приставки, да, были. Игровые приставки. Ну, это, опять же, скажем так, джойстик, экран и вот это вот приставка. PlayStation, да? вот? Ну да, PlayStation название хорошо подсказали. Sega еще видел, вот это вот старые. Да. Ну, это вот такие вот игровые приставки. Книги, то есть библиотека, да, есть, журналы. В некоторых камерах встречаются газеты свежие, то есть либо через родственников, либо через адвокатов люди получают. Ну, за свой счет, да, все это идет? То есть, если осужденный хочет, Смотрите, библиотека, она практически есть во всех учреждениях. Объем книг очень требует улучшения, обновления, это да. Но сам факт наличия библиотеки, да, есть. Литература там разная. Разная. Вот в этой части тоже нужно было бы как-то руководство ГСН тоже подумать, может быть, акцию какую-то провести, мы бы им тоже помогли. Обновление литературы непосредственно в библиотеках. Прохождение литературы там строго регламентируется, в особенности специфической литературы. Было бы неплохо предусмотреть определенные кабинеты, допустим, вот именно для обучения новым технологиям, те же компьютеры, может быть, там, я не знаю, сейчас удаленная работа, она очень, скажем так, актуальна. Люди, может быть, могли бы учиться этому тоже там. То есть нам нужно идти как-то в ногу со временем, и так как мы называем это исправительным учреждением, то нужно искать возможности для того, чтобы действительно человек исправлялся, чтобы для него не было бы самоцелью зарабатывать деньги криминальным путем. Нет, давать альтернативы. Альтернативы заработка, альтернативы поиска самого себя элементарно. Может быть, творчеством каким-то будут заниматься люди, тоже предусматривать определенные возможности. Но чтобы для этих лиц отдельно, чтобы только для них есть телевизор, а для других нет. Может быть, я говорю о том, что ремонт может быть в камере, отличаться от других камер. Но то, что там, я не знаю, питание, может быть, они сами для себя могут готовить, не с общей кухни кушать. Это допускается. все с разрешения администрации. С разрешения администрации должно быть. Но если где-то будет какое-то там, допустим, предвзятое отношение, вот почему лично я сам хочу посетить, посмотреть, я сам хочу воочию все это увидеть, и потом уже можно будет говорить предметно. Допустим, такие вещи, как посуда элементарно, да, там может отличаться, я допускаю это. Допустим, там алюминиевая кружка, здесь эмалированная кружка, к примеру я говорю. В этом может быть отличие. Были ли факты пыток и жестокого обращения в домах престарелых, в детских домах, в психиатрических учреждениях? Тоже закрыто? В начале деятельности Национального центра по предупреждению пыток был такой факт, я не буду называть учреждением, это в самом начале деятельности, был такой факт, что в одном из психиатрических учреждений из арматур была сделана клетка. Обычная клетка, куб. Размер, если не ошибаюсь, там был 1,70 на 1,70 м. Вот, если не меньше, вот, ну, чтобы не соврать. Был квадрат такой, и куда помещались люди, которые не подчинялись требованиям администрации, санитаров, да? Ну, держались там. По сроку содержания в клетке сказать не могу, но при первом же посещении то, что эта клетка была демонтирована, это факт. Это факт. Клетка была демонтирована, в последующем это учреждение оно было под вниманием, и потом, слава богу, в других местах мы не встречали этого. В одном из социальных учреждений для престарелых было такое, то, что там было такое понятие, как смотрящий. Дома престарелых. Дом престарелых, есть смотрящий.
И руководство данного учреждения в какой-то мере поощряло действия этого смотрящего. Очень долго работали с этим учреждением. В конечном итоге, да, такого понятия, в принципе, сейчас нет. Ну, сами себе представьте, там бабушки, дедушки, да? А тут человек. И все его называют, даже те бабушки, которые понятия не имеют, что такое, там, допустим, ОПГ, криминальный авторитет там, или что-то в этом роде, вот они говорят: ой, у нас смотрящий. А он был из числа тех, кто из бабушек, дедушек, да? Из числа тех, кто там содержался, и при этом он человек, который в свое время отбывал срок в местах лишения свободы. И я не знаю, как он договорился с администрацией, но администрация ему позволила наводить свои порядки там. Это в одном учреждении? Это в одном учреждении. Ситуация, я говорю, там исправлена, руководство там сменилось, и такого понятия там уже нету. А за что отвечал он? То есть не считая того, что порядок должен быть, чтобы никто не жаловался, что еще, за какие порядок, функции? за порядок, за то, чтобы никто не жаловался и чтобы все исполняли требования там санитарок. Поборы были какие денежные? Ну, поборы там со стороны смотрящего нет, не было. Скорее всего, было поощрение со стороны Администрации? не то чтобы администрации, а лиц, находящихся там в официальном качестве. Это нянечки, санитарки, там еще кто-то. Ну а позднее, ну, я говорю, там работа была очень серьезная, разговор был очень серьезный. Да, мы не афишировали это, так как нельзя этого было в то время делать. Я здесь подчеркну один такой основной принцип правозащитника – это не навредить. Вот даже с вами беседуя, я стараюсь обходить некоторые моменты, чтобы высказывания, которые будут исходить от нас, они не навредили людям, которые находятся там или работают там. То есть все наши действия, высказывания, они не должны вредить, кому бы то ни было. За исключением лиц, которые допускают нарушение прав человека. По детским учреждениям, да, там в основном проблемы, скажем так, опять же, одно учреждение, где детей отдавали на сезонные работы. Весенние работы, летние, там, осенние сезонные работы. Детей отдают на эти работы, отдавали вернее. При этом в качестве оплаты шла только еда. Отдавали, скажем, не по 5-10, а 1-2 ребенка отдадут, там, он там поработает, он придет, вернется. Сейчас явно таких фактов нету, но, скажу так, есть сигналы.